В храме Рождества Христова, что в столичном поселке Нижний Чов, епископ Петерим провел праздничное богослужение для прихожан. Оно было приурочено сразу к 3 датам: Дню славянской письменности и культуры, Дню защиты детей и Дню повиновения сына царя Иоанна Грозного Дмитрия Угличского. Впрочем, одной службой дело не ограничилось, на радость местной детворе. Репортаж Натальи Литкевич. С воскресным днем всех кадетов. Первыми владыку Петерима в храме Нижнего Чова встречают дети в форме – казачата из Эжвинской воскресной православной школы. Несмотря на юный возраст, они держат строй и на службе стараются вести себя как взрослые. За малышами присматривает их наставник, один из инициаторов создания отряда. Я приводил своих детей, и смотрю, дети после воскресной школы уже никуда не разбредаются. И решил собрать сделать еще и казачий отряд из детей. В отряде они занимаются фехтованием, рукопашным боем, строевой подготовкой, изучают историю России и казачества. Ну и ходим в походы. Вот такой вот у нас. Ездим на конях, учимся. Конечно, на весь полуторачасовой молебен казачат не хватило, и они ушли в класс пообщаться с местной детворой, которая очень любит приходить в церковь. Ведь здесь с 2004 года действует детский патриотический центр «Родник». Там можно рисовать, играть в игрушки, чай пить. Там нас кормят, если там кто приходит. Потом, не знаю, чем можно заняться. Часто приходит? Да, каждое воскресенье сюда приходим. Да, воскресенье. Иногда приходим сюда побаловаться. Настоятель Нижнечевского храма отец Александр для детворы времени не жалеет и регулярно устраивает для малышей и их родителей праздники, походы, экскурсии. Власть оказывает помощь, содействие в проведении этих мероприятий. Вот. И тут и общественные организации, совет ветеранов, пенсионеры наши, участники боевых действий, военные, пожарные и так далее. Дети тут раскрывают свои таланты, они рассказывают стихи, песни, прославляют Господа нашего. Таким образом приобщаются к миру, любви и добра. Дни славянской письменности и культуры отмечаются в этом храме традиционно, и это тоже не случайно. Все праздники, они прирастают инициаторами. И вот любой праздник, я особенно его определяю то ли по Стефановскому собору, то есть День Стефана, День Победы, да, или это привязано к престольному празднику. Но вот получилось, что по инициативе отца Александра Никитенко здесь мы всегда приращиваем праздник к этому приходу Христорождественскому, именно День славянской культуры. В этот раз на праздник детям пришло множество гостей. Они объяснили ребятам, как разбирать и собирать автомат Калашникова, дали пострелять из пневматической винтовки по мишеням, показали, как пользоваться специальной спасательной техникой. Малыши примерили на себе одежду пожарных и даже попытались потушить из огнетушителя воображаемый пожар. И какой же праздник без концерта? На импровизированной сцене в этот день выступали и дети, и взрослые. А все желающие могли отведать солдатской каши и сфотографироваться с персонажами русских народных сказок. Наталья Литкевич, Олег Жуковский, отец Андрей, телеканал Юрган.